Аллай болса қайырлы күн, достар, сіздермен эфирде радио Семей толқыны және эфир тізгінінде мен Қарлығаш Еркін. Всем привет! Меня зовут Алина, и я прохожу практику 10 дней на предприятии у родителя на радио 7. Честно говоря, возможность прохождения данной практики – это уникальная возможность для каждого учащегося моей школы, так как ученики не только ознакомливаются с новыми профессиями, но и находят дело своей жизни. И именно поэтому я очень рада, что я прохожу данную практику. Мы находимся в Центре ядерной медицины и онкологии города Семей. Я прохожу практику в отделении морфологической и клинической диагностики. Я считаю, что данные практики необходимо проводить в нашей школе, так как они помогают с выбором будущей профессии ученикам. Например, я выбрала направление химия-биология. Прохождение практики в данном медицинском учреждении помогает подтвердить мне свой выбор. Меня зовут Амина, и я ученица 11 класса. В этом году практику 10 дней на предприятии у родителей я проходила в магазине хозтоваров у мамы. Я выполняла функции продавца, то есть я работала с каждым клиентом, отпуская товар, делала расчет, а также расставляла товар на полках на складе. За эти 10 дней я поняла, что данная практика нужна для каждого учащегося, начиная с 7 класса, ведь за 5 лет мы можем понять, в какой сфере нам более приятно работать и какую в будущем профессию мы можем выбрать. Мен атым Нұртай Әлімжан. Мен осы 10 күндік практикамды мен анамның жұмысында ана үйі қоғамдық орында өттім. Мен осында мамаға үйдегі жұмыспен, өзінің документация, компьютердағы сайт жасауға көмектестім. Осы даладағы саябаққа, даладағы жұмыс істеуге бәрінен көмектесіп, 10 күндік практикамды бүгін бітірдім. Мен ойымша, жалпы осы практиканың маңызы бізге өзіміздің ата-анамыздың жұмысын көруге, күн сайын қайда, қалай уақытты өткізіп жатқанын көруге мүмкіндік береді. Проходила практику на работе у своей мамы. Я поняла, что работа ее нелегкая, потому что она делится своими знаниями не только теоретически, но и показывает все это на практике. Сегодня я научилась ставить укол внутримышечно, внутривенно, а также научилась оказывать сердечно-легочную реанимацию. Я поняла, что все-таки моя будущая профессия будет связана с медициной. Я Шора Ярасыла, ученик Ниша, учусь в 9 классе. На данный момент я прохожу практику в ТО «Востокстрой». Здесь производятся такие материалы, как арматура, брусчатка и бетонные блоки. Эти блоки и остальные стройматериалы используются в постройке домов. Кроме этого, я могу сказать, что я здесь научился многому. Я научился быстро действовать, принимать быстрые решения. Кроме этого, это утомительный процесс, где нужно ждать. И я научился точнее работать. И по моему мнению, эта практика одна из лучших в моей жизни. Мен осы 10 күндік практикамды ағамның жұмыс орнында Эрудит Kids балабақшасында өткіздім. Осы практиканың маңыздылығы ол осы әртүрлі мамандықтарды көріп, мамандық таңдауға көмектеседі. Мен 10 күндік іс-тәжірибеде әкем жұмыс орнында болдым. Мен осы іс-тәжірибе арқылы осы практикаларды өту өте маңызды екенін ұға алдым. Себебі біріншіден біз осы іс-тәжірибе арқылы өзіміздің болашақ мамандығымызды таңдай аламыз. Және де қандай сферада өзімізді жақсы сезінеміз, және де қандай сферамызда өзімізді аша аламыз, соны ұға алдым. Добрый день, меня зовут Исагалиева Нурали, я ученик 9 С класса. Я прохожу летнюю практику 10 дней на работе у родителей в гостинице «Рич».
Я считаю, важность этой практики заключается в том, что она показывает весь труд наших родителей, и с нашей стороны мы должны уважать и ценить их труд. Мои родители работают в отделе экономики в АО НК-КТЖ Семейской магистральной сети. И я очень горжусь тем, что мои родители вносят такой большой вклад в работу железной дороги. Мы видим только вагоны, поезда, но за всем этим стоят такие люди, как мои родители. И я горжусь тем, что вся наша династия работает здесь. Это мой прадедушка, дедушка, сейчас родители, дядя. Если поставить себе цель и стремиться к ней, совершенствоваться и отрабатывать все навыки, ты станешь квалифицированным работником и сможешь внести вклад в ту сферу, в которой ты развиваешься.